Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: кто тайно влюблен в вас или постоянно думает о вас. Сделаем видео сегодня только для женщин исключительно, и оно будет актуально в любой момент, на момент просмотра видео, чтобы не путались. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Мы посмотрим ваш портрет, вашу характеристику. Кто вы, какая женщина пришла на расклад. Здесь дама пунктуальная, четкая такая, конкретная, которая уже знает все. Всю психологию. Здесь проработки были какие-то огромные, уроки. Здесь женщина, которая успокоилась сейчас в чем-то. Она уже не та, что была даже совершенно недавно. Вот здесь какая-то, может быть, даже ситуация повлияла на вас, на кого-то повлияли финансы или финансовое состояние, будь то падение или рост этих денег, финансов. То есть на вас, знаете, точно не поездишь и вами не попользуешься. Здесь дама ресурсная, та, которая сделала себя сама, императрица. Это здесь все стихии, 4 стихии: огонь, вода, земля, воздух. Женщина, которая знает все. Женщина, которая чувствует, да, кто хочет ее наколоть, обмануть там и так далее. То есть вы считываете людей как орешки. Вы не церемонитесь, вы резко отрубаете и уходите. Для вас важна конкретика, для вас важна важная информация, а не какая-то вода. Для вас важно то, что уже проверено. То есть это касается и информации, это касается и людей. Вот лучше никого, чем с кем попало. Это прям про вас. И вы человек, который ни за кем бегать точно не будет ради вот того, чтобы был кто-то рядом. У вас есть такие основательные, четкие тому подтверждения. И вы, знаете, вот вы не прощаете людей, которые раз вот даже предали, вы просто уже не принимаете этих людей всерьез. Вы также не любите глупых людей. Вы находитесь всегда там, где есть деньги или где крутятся деньги. Может быть, это какие-то мегаполисы или крупные города. Также здесь может идти речь о денежной энергии, находясь где-то даже приходят и покупают, например, да, где было пусто. То есть это кафе, бары, рестораны, магазины и так далее. Вы пришли, там пусто. Но постояв некоторое время, вы видите, как волна людей, да, вот приходит, заняты все столики или полный магазин людей, хотя никого вот буквально не было. У вас такая денежная энергия, причем, знаете, у вас может денег не быть, но вы притягиваете вот другим эти деньги. Тоже имеют место быть. Также здесь человек такой, который очаровывается сам собой, любит себя, свое тело, даже если вы полненькая, худенькая, неважно, или какие-то у вас есть изъяны, да, вот вы как-то все равно всецело любите себя, даже вот, знаете, любите свои какие-то родинки, которые вы раньше могли считать за что-то такое страшное и мешающееся вам. Ну вот вы как-то это тоже смирились или же полюбили себя такой, какая вы есть. Здесь человек принял какую-то чистую энергию, перешел трансформационный уровень. И вы вот знаете, что самое интересное, другие люди мучаются в чем-то, да, а вот вы от себя вот даже вот какие-то мелочи, комплексы или что-то совершенно вот вычистили, убрали. Для вас это уже не стало поводом для чего-то. Я никуда не пойду, потому что у меня там, например, царапина или там синяк или еще чего-то. Вам как-то уже стало, да, все равно. Вы стали вот больше, на самом деле, любить себя и вот как-то относиться ко всему естественно. Ну, седина и седина, и что теперь, да? Я голову этим не парю. И есть более важнее вещи, которые я решаю в жизни. Вот такая вот женщина. Также я бы еще сказала, да, определенно здесь конкретный портрет о женщине можно сказать только в том, что она очень тверда на своем выборе. Вот она выбрала, и это с ней. И никто не отобьет этот выбор. В то же время вы можете быть и мягкой, и романтичной, и жесткой, да, и быстрой, как
не знаю, что как ракета. То есть вы абсолютно разная, да, иногда бываете принципиальная, иногда такая мягкая. То есть вы всякая. Здесь императрица, здесь все стихии у вас. Вот, то есть нельзя определенно что-то сказать, вот она только такая. Нет, здесь вы разные. Вы можете и драматизировать, вы можете и мечтать, вы можете и вгонять себя в депрессию, также вы можете и быстро выходить из нее. Вот какая-то такая. Так, трансформации на вас сильно повлияли. Что еще можно о вас сказать? Вы быстро сейчас и активно двигаетесь в направлении, знаете, я вам еще пока не забыла, вот как раз сейчас скажу об этом. Вы двигаетесь, во-первых, в правильном направлении. Во-вторых, я рекомендую вот такую практику, когда вы, что бы вы делали такого серьезного сейчас, создавать что-то начали, открыли магазин там или проект какой-то и так далее. Вот просто идете по улице вы или кого-то в окне видите и говорите такое слово «я тебя люблю». Если с вами кто-то ругается, про себя говорите слово «я тебя люблю». Вы увидите, вот как буквально, вот скоро-скоро или близко-близко, да, вот прям, или прям вот сейчас на ваших глазах, вот что-то такое произойдет именно положительного характера для вас. То есть вам что-то будет. Это, знаете, как сделать добро и вернется к тебе добро. Вот то же самое здесь. Но говорите это искренне, даже на врага. Вот представьте, что вы его любите, вашего врага. Как бы это ни казалось странным. И вы на самом деле удивитесь, что начнет происходить. Не обязательно это вслух заявлять. Да, вот начальницу ненавижу. Вот пришла я на работу, увидела ее, мне аж тошно. Но в душе именно искренне произносите, что вы ее любите. Если сложно, представьте, что может у нее чего болит внутри, да, и поэтому она бесится. Вот так вот. Здесь чувство любви, вот когда вы начинаете быть такой миротворной, любвеобильной, так скажем, не в том плане отношений, а в целом, да, вот все вокруг вам нравится, у вас начинают происходить благоприятные события. И даже вот когда у вас наступает какая-то трудная именно фазовая такая ситуация, неизбежная, да, вот, и вот если вот этот вот внутренний поток идет, у вас начинает вот это все исправляться. Сразу откуда ни возьмись возникает помощь, да, или вот как-то раз голову себе ломала, как эту ситуацию решить, а тут раз, и она и решилась каким-то образом. Вот так вот. Так, что-то мы далеко заехали, да, уже, по-моему, с портретом. Да нет. Давайте продолжать дальше. А кто тайно влюблен в вас или постоянно думает о вас? Если с вами проигрывает, продолжаем. Кто тайно влюблен в вас или постоянно думает о вас? Ну, елки-шпалки. Здесь раз. Ну, может, два будет, да? Почему-то у меня чувство, что еще два. Ну, тут чуть ли не 3. Слушайте, вы тут вообще скружили всем ваше присутствие. Ваше присутствие, ваши дорожки пути. Вы куда-то ходите, где-то появляетесь. Вы можете появляться там, где какое-то общество, какие-то вот люди. Это может быть рабочий процесс или там клиенты. Это кто угодно может быть, да, вот, ну, там скопление людей и так далее. Вы постоянно где-то находитесь, передвигаетесь, дороги, пути. Вы там понравитесь, там понравитесь. Тут, знаете, я бы сказала, даже есть люди, которые вам совершенно еще и неизвестны. Ни вы им, ни они вам. Вот здесь сразу, да, человек влюбился. Вы человеку понравились. И ни одному. Здесь, кстати, мужчины прям цепляются на вас взглядами. Здесь даже ревность может идти от женщин, да, по отношению к этим мужчинам. Вас вот ревнуют. Не вас ревнуют, а вернее женщины своих мужчин к вам ревнуют. Здесь какая-то такая сильная энергия по справедливости идет. Так, смотрим. Ну тут еще. Когда конкретно мы говорим о цепляющемся одном портрете, да, бывает, выходит сразу в одном человеке несколько, но здесь я вижу конкретно, что здесь очень много мужчин. Я только вот сказала, да, и сразу же, я чувствовала уже из начала расклада, что здесь очень много будет мужчин.
И вот оно и вышло. Здесь вот как будто бы даже, знаете, каждый фантазирует о вас какие-то вот свои мысли. Представляет вас одним портретом, а другой другим портретом. Какая-то вы разносторонняя. Ну, вы разносторонняя, у вас 4 стихии, что уж тут сказать. Для кого-то вы здесь романтичная, для кого-то жесткая, с характером женщина, да, для кого-то такая прямо вообще царица-императрица, и для кого-то вы просто какой-то женщина-мужик, та, которая все может, и водить автомобиль, и разбирается во всей механике этого автомобиля. То есть, да, какая-то вы вся такая разная, и вы цепляете разный контингент, возраст, да, и в целом статус человека. То есть здесь и богатые мужчины, и, да, вот обычные мужчины. То есть на вас тут засматриваются, в вас влюбляются, у вас какая-то сильная энергетика. Ваши жесты, ваши намерения внутренние, вот это вот цепляет. И вы знаете, вот когда вы не уступаете мужчине, да, то есть не даете сразу телефон, вы больше еще нравитесь. Или когда вы отказываете, вы еще больше нравитесь. Бывает, мужчины обижаются. А вы вот как-то так отказываете, что вот в вас просто влюбляются еще сильнее. Ну вот видите, у каждого на своем. Ой, женатики здесь есть. Знаете, даже есть такой мужчина, который конкретно несчастлив в своих отношениях, но видит вас, человека, вот как спасательная шлюпка, но в хорошем плане, даже не то, чтобы вот она меня спасет. Нет, тут вы в некой степени тот объект, на которого все же, да, человек обратил внимание. Все женщины как женщины, а тут царица. Такая дама, да, со всех сторон, как не этого, не смотришь на нее, она вот как выточенный алмаз какой-то, вот до идеальности. Есть какие-то вот такие даже в вашу сторону мотивы или намеки. То есть, может быть, ваш клиент, да, заходит к вам почаще, стал заходить почаще, или вот какие-то такие поводы вас увидеть, встретиться, может быть, даже с вами, намеки, может быть, такие тонкие намеки. Но человек семьянин. Но у человека, знаете, вот такое чувство даже вот есть, что расходиться, расстаться, давайте так скажем, продуманные какие-то, да, такие мысли. Я вот расстанусь, а если я не успею, она уже занята. Вот вы как будто одна в этом мире для этого человека. Вот так вот. Он никого, может быть, и не искал, да, человек. Просто вот живет в этих токсичных отношениях, где ему сложно там, где, да, нет ни любви, ни романтики, ничего. А тут увидел вас. Вы вот как вселили в душу вот эту вот любовь. Вы вообще такая, смотрю, женщина, я не сомневаюсь, да, что вы вселили в него вот эту вот любовь, потому что от вас прям веет этой любовью. Кстати, женщины, которые очень часто носят красный, алый цвет чего-то, неважно чего, ногтей, помады, платья, шарфики, сумочки и так далее, хочешь, не хочешь, да, во-первых, в них начинает вырабатываться цвет, он вырабатывает определенную энергию, да, синий – это холод, черный тоже холод или отторжение, а вот именно блок, вернее, да. Ну, и отторжение тоже черный. А вот красный, он вот, знаете, это такое, я бы сказала, как черное и белое. Оно же может и вспыхнуть, да, погорячился вот типа человек, оно может и зажечь. Вот это такое двоякое. Кто-то может даже из мужчин и ненавидеть, да, а вызывать именно в вас что-то такое огневое, что палящее, может быть, я ее боюсь. А вот кто-то именно загораться. Но здесь в большинстве случаев от вас теплом веет. И определенно даже хотите вы или нет, когда на вас что-то красное, оно в вас это заряжает, эту энергию. И идет вот как, знаете, Bluetooth вот это или Wi-Fi, вот эта вот раздача. Даже сами вы того не понимаете, да, обратил внимание, открыл дверь, заплатил, закрыл счет, там еще чего-то, да, вот какие-то такие вещи происходят. Вот именно конкретно тот, кто сейчас на раскладе смотрит.
И определенно на вас алый цвет вот так вот влияет, воздействует именно на окружающих и на вас тоже. Здесь чувствуется, да, вот такое, что эта женщина очень теплая, мягкая. Может быть, вы стали, когда вы одеваете красное что-то или делаете, может, маникюр, но оно начинает именно выделять вот эту вот теплую энергетику, да, вы, может быть, начинаете улыбаться больше, вести себя более вот, знаете, вот как-то без блоков, да, каких-то вот как-то более компанейски, общительные, там, коммуникационнее, так скажем, да, вот так вот. И определенно люди начинают притягиваться. Вы еще, знаете, вот могут видеть у вас какую-то некую такую силуэт такой, не силуэт определенно, да, животного, а вот такая она лисица. Она вроде тепленькая, такая пушистенькая, да, такая, и цвет ее вот этот вот такой горячий, красивый. Но вот но есть какая-то такая легкая такая хитрость, легкая такое вот, что может она коварная, да, вот сейчас она меня в своей сети запутает, а потом раз меня и разведет, или бросит, или уйдет с другим, или еще чего. Вот какую-то некую такую легкость и легкую коварность все же здесь чувствует. И не только мужчины, но скорее даже и женщины. Что вы женщина хитрая, а особенно, да, если скорее с вами вступать в конкурентный бой, то точно проиграешь. Здесь вот как-то без шансов. Кто тайно в вас влюблен. Блин, тут какой-то человек, знаете, вот есть такое слово пофигист, да, вот человек ко всему относится на пофиг. И у человека есть такая, знаете, вот некая смелость или уверенность конкретно, что вот он куда-то зайдет, и все на него, да, повесятся. Или все ему дадут, все ему сделают и так далее. Вот какая-то такая уверенность в себе, да, можно так сказать. И вот он такой вот некий король чертей, можно еще так назвать, потому что человек здесь или любит какие-то зависимости, или пошлую какую-то грязную жизнь, или вообще человек такой по себе разгульный, да плюс еще и пофигист в некой степени, да, вот что-то такое есть. Коварный мужик, красавец, симпатичный, может быть, даже, вы знаете, вы и зацепились где-то с ним, может, взглядом, да, вот закрутила вас в голове, то есть или вы о нем думали, хотя он вам неизвестен, но вы вспоминали, может быть, его взгляд, или вот что он вот за вами там, да, вот наблюдал и несколько раз. Можете его до сих пор еще держать в голове, но друг друга вы не знаете. Да, ни номер телефона, ни адрес, как говорится, ничего совершенно, даже e-mail. Вот как-то, вот знаете, просто увиделись где-то, и вот и он из головы не выпускает, и вы можете, вот по обеих сторонам. Есть какая-то такая ниточка. Все же, да, знаете, тут человек, что хотела сказать, что вы, почему-то он думает, да, что вот вы та женщина, которую можно легко завоевать. Я и эту получу. Да, хотя она вот определенно среди всех какая-то индивидуальная, но я и ее получу. Опять-таки, есть какая-то в нем уверенность такая конкретная. Да, я уверен, до 100%. Да, вот как-то она за мной побежит еще. Или будет хотеть вернуться, или будет хотеть меня. Вот какая-то такая. Чувствует себя каким-то крутым, хитрожопый, очень обманывает по сердцу, это неверный человек 100%, и вам такой не нужен. Так что отменяйте этого мужика, если уж в голове крутится, обрывайте с ним энергетическую вашу глазную вот эту вот связь, если вы встретились взглядами. Просто отрубайте, потому что человек здесь, знаете, очень много красиво умеет петь на уши. Так, что еще? Что еще? Здесь вырисовывается портрет мужчины, который вот неуверенный тоже в себе. Грызет локти. У вас была конфликтная ситуация, у вас был разрыв отношений, вы ушли, у вас был выбор еще перед вами. Например, даже, знаете, такой странный выбор, но здесь не то, что между несколькими мужчинами, а выбор, например, я пойду работать, я перееду
или я вот займусь собой. Вот какие-то такие вот планы у вас были. Здесь что-то такое кратковременное, хочется сказать, 1 неделя отношений. Здесь все быстро и закончилось. Здесь, знаете, вот как будто бы и у вас, и у него был выбор, но в итоге человек еще пытался выбирать что-то и понимать, что то, что, оказывается, мне надо было, оно уже не со мной. Есть какая-то такая тайная подглядка за вами, или человек откуда-то ищет, узнает о вас какую-то, собирает информацию. Здесь есть какая-то определенная такая некая легкая база, да, у вас может быть номер телефона, и все, да, вот человек где-то вас выискивать пытается по номеру. Что еще? Кто? Да, баба била, била, не разбила. Дед бил, бил, не разбил. Вот тут вот то же самое, да. Жизнь показала человеку, давала шанс, да, человек проперся. Еще один какой-то проперун. Тут, которому давались шансы, но человек вот или гулящий, да, или вот женщину променяет на алкоголь, на выпивки, на друзья, вот такое вот. Или отношения в целом, да, не то, что там женщина. Ну, а может быть, и кто. Бывает, и семьи проигрывают, и в казино, и прочее. Здесь может быть даже вот человек по глупости, да, вот терял то, что давалось по судьбе, причем важное. Сейчас льет слезы, пытается вот как-то себя успокоить с чем-то. Может быть, какими-то, опять-таки, гулянками, напитками там и так далее. Несерьезный человек, можно в целом сказать, дурак, глупец. Знаете, тоже здесь такая тема, ну вот вы обидели, он говорит, да, или задеты были какие-то качества человека. Ну, здесь глупый человек, манерный человек, да, человек вот, что не скажи, все сразу в краску, в красную. То есть человеку что не скажешь, так он это воспринимает как некое такое, что его какие-то вот комплексы изымают и показывают их всем наружу. Нате, посмотрите, да, какой он дурачок или что-то такое есть. И вот вы как будто бы задели вот что-то такое сугубо личное, что вы бы не посчитали это сугубо личным, да, или таким важным, серьезным. Для вас это вот как-то... Назвали его, может быть, да что ты, Вася, там, или да что ты, дурачок, что ли, там, вот как-то так. И его это очень сильно зацепило. Притом, знаете, тут есть некое такое вот переживание, что все же как-никак, да, здесь отношения все, которые были в жизни, не только с вами, да, вот как-то просрал. Он не понимает, что вот здесь какая-то присутствует и детскость, наивность, да, вот какое-то такое глупое мышление, незрелое мышление. И человек в жизни что-то вот именно терял из-за какой-то глупости. Вот по глупости, да, там разошлись, по глупости из-за него же самого. И вот тут даже и вы были в отношениях, да, после вас скорее у человека сразу же, да, слезы, тут какие-то горе, сразу выпивка, гулянка, чтобы это закрыть, какой-то вот гештальт. Кто тайно влюблен. Какие-то вот молодые опять, да, здесь выходят. То есть какая-то вот незрелость выходит. Здесь конкретно может быть один в большей степени мужчина, да, вот какая-то незрелость. А может так не подступиться, а может так, ну какая-то и несерьезность в то же время есть. Я пока не рассчитываю, но все же можно попробовать. Да, вот такое восприятие такого как вариант. Может быть, как вариант вот она, а может, как вариант там другая, да, вот что-то такое незрелое, болтающееся. Болтающаяся неопределенность. Так, давайте подведем итог. Вы знаете, тот, кто вокруг вас, вам-то особо-то и никто и не нужен. Это вообще не вашего поля ягоды. Вот вам как совет вообще те,
кого вы знаете, да, конкретно, бесполезно. Бесполезно, даже если бы вы и строили отношения, только как будто бы это через, хочется сказать, короткое время буквально и закончится. Это не вашего поля ягоды. Можно сказать, в целом все. Один женатик, второй бабник, третий какие-то вообще незрелые. Или вообще незнакомые люди, но они недоступные. То есть у вас связи, контактов нет. Была встреча, да, и разошлись, и потерялись. Вот как-то тоже так. У вас еще все в жизни впереди, да, вот только заботьтесь о себе, любимые. Старайтесь о себе, любимые, любить в первую очередь себя. Здесь, кстати, карты показывают, к вам придет на поклон, или, да, вот даже вам, знаете, в жизни у вас такого не было, например, подарили огромный букет, или вот стали вот как-то ухаживать, вот резко это начнется буквально. То есть и сразу будет понятно, видно, да, что это мой человек. Не я бегаю, не я там выискиваю, где он, с кем он, почему не позвонила, а вот тут происходит именно та ситуация, когда человек вот все вам предоставляет. Вам к ногам. К ней, к любимой, да, человек здесь вот как-то будет вкладываться в отношения. Причем здесь идет человек в форме, человек-генерал, может быть, человек военнокомандующий, человек в форме. Человек, может быть, занимает какой-то пост. Также человек, может быть, и в принципе управляет какой-то фирмой, да, свой бизнес, там, свое какое-то дело. У кого-то здесь может идти речь о иностранном гражданине, у кого-то здесь может идти речь о том, что человек сразу, знаете, начнет с подарков заходить или с дорогого чего-то. Вот сразу увидите с чего-то дорогого. Сразу начнет именно проявляться к вам по-мужски. И вот даже, знаете, не будет каких-то изъянов. Да, вот бывает, женщин там подлавливают на каких-то таких тонких изъянах, да. Например, сидит женщина в ресторане, а там напротив мужчина, да, вот через официанта, она уже поела, все, и мужчина через официанта говорит, вот, скажите этой женщине, что я закрою ее счет. Вот, и уже здесь некая такая тонкость, видите, да, чувствуете эту тонкость, что ты бы лучше бы не через... Официант подходит к женщине и говорит, вот знаете, вон тот мужчина за тем столиком, он сказал, что он закроет ваш счет. По-нормальному, да, джентльмен бы как поступил? Он просто бы молча закрыл бы счет и все. Вот. А женщина бы уже сама поинтересовалась, а как, а почему, а ваш счет уже закрыли. А не я закрою счет, да, вот какая-то вот некая такая. И вот тут вы увидите по каким-то вот именно действиям, что человек действует именно бескорыстно. Не та, что, которая, да, мне нужна, будет мне кастрюли там намывать, начищать, да, и дома быть удобной тряпочкой. А вот именно я ее ценю как женщина, да, женщину, и я вот сделаю для нее все, да, чтобы она была счастлива. Вот такое отношение, вы сами это будете чувствовать. То есть ваше еще пока не с вами, вот так скажем, да. Если вы вот тут ждете, а вы ждете вот полноценного, гармоничного, да, какого-то вот человека именно конкретного с действиями, а не с какими-то вот давай 50 на 50 или а может ты первый, а я второй, вот как-то так. Кинете парашют. Вот такой вот был у нас сегодня расклад, и огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе, и до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.